В эфире БСТ, передача «Интервью». В студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Зульфия Гайсина. Это председатель Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Еще заслуженный юрист Республики Башкортостан. Зульфия, я тебя приветствую. Здравствуйте. И, насколько мне известно, сегодня у тебя состоялось рабочее совещание с представителями правоохранительных органов, и тема, что не есть насыщенные черные риэлторы. Что говорили, о чем обсуждали? Черные риэлторы – это, наверное, общее название той разновидности, которую мы рассматривали сегодня на нашем рабочем совещании. В частности, мы говорили о профессиональных соседей. Дело в том, что такой термин «профессиональные соседи» появился относительно недавно. И мы в республике о нем широко стали говорить буквально перед самым Новым годом, когда ко мне на подкаст, на интервью обратилась женщина, которая как раз является одной из пострадавших от действий таких черных риэлторов. По итогу на совещании, на встрече Ради Фаритовича с институтами гражданского общества мы озвучили, что имеется такая проблема с черными риэлторами, профессиональными соседями. Ну и, соответственно, у нас теперь есть поручение главы республики проанализировать ситуацию. Сегодня рабочее совещание мы как раз и провели для того, чтобы проанализировать, какая ситуация у нас складывается с привлечением к ответственности профессиональных соседей. Как было установлено со слов представителей правоохранительных органов, а именно это Следственный комитет, Управление Следственного комитета по Республике Башкортостан и МВД по Республике Башкортостан, отдельного учета профессиональных соседей, преступлений, совершенных профессиональными соседями, не ведется. Потому что они по разным, наверное, статьям Уголовного кодекса, по разным статьям Уголовного кодекса, во-первых, проходят, но есть общее количество преступлений, совершенных черными риэлторами. Отдельно профессиональных соседей не выделяют. Что же касается привлечения их к уголовной или административной ответственности? Дело в том, что если говорить об Уголовном кодексе, то это основные статьи: принуждение к совершению сделки или отказу от нее, вымогательство и уничтожение, умышленное уничтожение чужого имущества. Доказать вот такие вот преступления крайне сложно, потому что, допустим, вот если мы привлекаем по 179 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, это принуждение или отказ от сделки, то диспозиция предусматривает, что обязательным признаком совершения преступления должно являться либо угроза причинения физического вреда, либо угроза распространения сведений, либо же непосредственно действия, которые причиняют физические страдания, либо распространяются сведения. Поэтому здесь наши черные риэлторы, профессиональные соседи, обходят эту статью, они просто делают жизнь добросовестных собственников невыносимой. В чем это заключается? Ну, допустим, вот та же женщина, которая обратилась к нам, она рассказывает: раскидывают продукты. Вот я сходила в магазин, в пакете у меня на стуле стоят продукты, и только я собираюсь их разложить в холодильник, так подбегает, допустим, вот эта вот профессиональная соседка, все раскидывает, и ну что мне делать? Естественно, я начинаю ругаться, и это все фиксируется на камеру, как будто бы конфликт начался как раз с добросовестного соседа. Да, Зульфия, я тебя перебью на секундочку. Я очень прекрасно знаю эту историю, как журналист, как раз-таки вот с твоей подачи мы ездили, убедились, что действительно проблема у нас существует такая, и при этом они же занимаются еще и провокациями, да, то есть вот берут, выкидывают и имущество, и унитазы ломают, там и вещи детские раскидывают, а потом сами все фиксируют и преподносят правоохранительным органам так, как будто бы они правы. Именно так. Вот в этом и заключается профессионализм соседей. Естественно, они юридически подкованы. Допустим, у нас сейчас идет судебный процесс по выселению вот этих вот людей из жилого помещения. Они не нанимают юриста, они сами достаточно грамотно заявляют ходатайство. При том, что это не единственный процесс, в котором я участвую в нескольких процессах, где профессиональные соседи пытаются в судебном порядке добиться, скажем так, своего от добросовестных соседей. И
И в каждом случае это профессиональные риэлторы, профессиональные юристы с юридическим образованием в обязательном порядке, и они никогда не совершают действий, которые бы повлекли уголовную или административную ответственность. Поэтому вот смысл нашего рабочего совещания как раз и заключался в том, что нам необходимо выработать механизмы по защите добросовестных граждан от вот таких вот профессиональных действий соседей, черных риэлторов. И исходя из того, что мы сегодня проговаривали, естественно, в первую очередь мы обращаемся к республиканскому законодательству. У нас есть замечательный кодекс об административных правонарушениях Республики Башкортостан, в который мы можем в кратчайшие сроки, в срочном порядке внести какие-то изменения. Но необходимо понимать, что есть у нас полномочия федеральные и региональные. Вот как раз по региональным полномочиям мы и должны, сопоставив все нормативные акты, придумать какую-то статью, которая бы предусматривала возможность доказать, что есть признаки злоупотребления правом. И, конечно же, я в первую очередь уповаю как гражданский юрист на гражданское законодательство. Есть у нас нормы о вселении, о выселении, об определении порядка пользования жилыми помещениями. Здесь есть много всевозможных нюансов, и было бы хорошо, если бы пострадавшие, если у них есть такая возможность, нанимали грамотных юристов, которые бы знали все нюансы, все тонкости вот этого законодательства. Дело в том, что вот в тех процессах, в которых я участвую, помимо вот той истории, которую мы знаем с вами оба, есть суды общей юрисдикции по первой инстанции, которые принимают отрицательные решения не в пользу добросовестных собственников. И только в апелляции у нас получается, уже когда три высокопрофессиональных судьи рассматривают это дело, нам получается сломать те решения, которые принимает первая инстанция. Потому что, казалось бы, вот такой парадоксальный момент, да, право собственности у всех одинаковое. Ну, несмотря на то, что там у одних 1/3 доля, там у других 2/3 доли, в любом случае право собственности, оно незыблемо. И каждый имеет право воспользоваться своей собственностью так, как ему вздумается. Однако есть у нас замечательная статья 17 Конституции Российской Федерации, которая предусматривает, что защищая свое право, ты не должен нарушать права других лиц. И вот эта вот статья 17, она как раз и стоит на защите добросовестных пользователей, добросовестных собственников. Зульфия, так или иначе, отголоски о так называемых профессиональных соседях всплывали, в том числе и в средствах массовой информации. Но вот после Нового года прям какой-то бум пошел. Или мне так кажется? Ну, это, знаете, больше, наверное, психологический момент, с одной стороны, да, с другой стороны, действительно, я читала в средствах массовой информации, уже когда вот у нас появилась вот эта с вами общая знакомая, я читала в средствах массовой информации, что действительно где-то года 2-3 назад в Санкт-Петербурге, в Москве раскрывали вот действия целой банды профессиональных соседей. Однако это вот как-то все ограничивалось единичными случаями. Да. Но дела такие довольно-таки тяжело довести и вплоть до уголовного наказания. Это очень тяжело, потому что вот даже в тех статьях, в тех публикациях, которые попадались мне на глаза, там действительно, там и не просто угрожали физической расправой, там реально осуществляли эту угрозу, то есть были настолько очевидные основания для привлечения к уголовной ответственности, что уйти от нее было просто невозможно. В наших же случаях это действие из-под тишка, это вот такие подлинники, скажем так, действия, которые нужно доказывать методично, долго и упорно. Сказать, наверное, необходимо о том, что мы готовы оказывать поддержку правоохранительным структурам, если у них вдруг возникают вот такие вот сложности с доказательной базой. Мы готовы поддерживать потерпевших и помогать им
им, чтобы они фиксировали те моменты, которые как раз и являются доказательством совершения в отношении них преступлений. Ну, то есть вот условным пострадавшим телезрителям, которые, не дай бог, попали уже в такую ситуацию, или чтобы не попасть в такую ситуацию, что им необходимо в первую очередь делать? Они же в первую очередь что делают? Вызывают полицию, приходят участковый, как правило, фиксируют там административно какое-нибудь мелкое правонарушение, и как бы и на этом все и заканчивается. Здесь, конечно же, людям не обойтись без юристов. Юристы, желательно, чтобы это были действительно настоящие юристы, которые добросовестно относятся к своим, ну, скажем так, обязанностям. Да, если они работают по договору, то к обязанностям по договору. И, естественно, ну, должна быть определенная квалификация, которая бы позволяла юристам уже сразу же сознанием дела подходить к вопросу. Естественно, Совет по правам человека готов поддерживать таких людей. Я даже, если есть необходимость, могу в прямом эфире или вот в эфире назвать свой номер телефона. Можно ко мне обращаться, можно обращаться в ассоциацию юристов, можно обращаться в Башкирскую коллегию адвокатов для того, чтобы фиксировать вот как можно больше таких случаев, что у нас есть проблемы с профессиональными соседями. Потому что для того, чтобы внести изменения в федеральное законодательство, у нас всегда в пояснительной записке необходимо представить определенную статистику. Если этой статистики нет, если, ну, скажем так, законодателям федеральным кажется, что это не актуальный вопрос, то, соответственно, изменений никаких не будет внесено. То есть законопроект, какой бы мы ни внесли, он так и останется на самом низшем уровне, и на него никто не обратит внимания. Нам же необходимо фиксировать каждый случай, ну и, соответственно, тут сами люди могут себя обезопасить и сами себе помочь. Ну и людям наверняка необходимо, чтобы себя обезопасить, фиксировать все на видеокамеру, да, помимо того, что обращаться к профессиональным юристам. И как-то, может быть, при содействии МВД сразу им рассказывать всю историю. Ну, то есть, чтобы сотрудники МВД уже знали, что они работают с профессиональными соседями, а не с какой-то там административной там мелким правонарушением. Естественно, когда граждане обращаются, добросовестные собственники обращаются с заявлением в полицию, надо указывать, что это профессиональные соседи. Здесь также необходимо отметить, что есть у нас нормы гражданского законодательства, которые сейчас не позволяют отчуждать долю, которая менее 6 квадратных метров жилого помещения. И все сделки с недвижимостью, они должны проходить через нотариуса. Конечно, сегодня на нашем совещании мы беседовали и с Ириной Суховой, это президент Нотариальной палаты Республики Башкортостан. У нотариусов есть полномочия по проверке законности договоров дарения, законности сделок по отчуждению доли. Однако возможности контроля и проверки вот этих вот договоров, вот этих сделок ограничены у нотариуса. Поэтому у нас есть предложение как изменение гражданского законодательства, каких-то актов, которые регулируют внесение изменений в Росреестр, также административное законодательство Республики Башкортостан Российской Федерации и уголовное законодательство. Это вот уже самое большое, наверное, что мы хотим сделать. Ну что ж, Зульфия, мы только будем со стороны средств массовой информации способствовать, чтобы искоренить, так скажем, это зло. И хотелось бы сказать спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я же напомню, что у нас в гостях была Зульфия Агайсина. Это председатель Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Я с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.